Времени освободить в добровольном порядке чужую жилплощадь у самозахватчиков было с конца сентября. Именно тогда Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского суда о возвращении захваченных квартир муниципального жилого дома его законным владельцам. Однако незаконные жильцы предупреждение проигнорировали. Решением суда сегодня их выселяли уже в принудительном порядке. Я с вами не спорю, просто нам уже надоело 7 лет здесь с вами переться, да? Без гочи. Ну вы не с нами, это вы, мы только принудительный орган исполняем решение суда. Оставьте сейчас, мен балдарым, чакырайын, туандарым, все приедут и мне помогут. Не надо там чужого человека. Жилой дом по адресу Суванбердиева, 102 с 2011 года был передан в муниципальную собственность. Его квартиры предназначались для медицинских работников, сферы образования и муниципальных служащих. Мать 10 детей Бактыгуль Мусакоджоева с 10-летним стажем работы в мэрии в собственную квартиру не может въехать уже 6 лет. Они говорят, что участвовали в революции 7 апреля. Говорят, что эти квартиры им дали. Но кто именно им выдал разрешение в них жить? Толком ничего не могу сказать. На руках ни одного документа нет. И несмотря на это, мы судимся с ними уже 6 лет. Когда вот мы пришли сюда, инвентаризация, он показал справку, что он является героем 7 апреля. И в судах, и везде декламирует, что он заслуженный. Хотя никаких подтверждений официальных, что он, допустим, герой, я не получал и вообще не видели мы. Проработав в муниципальных структурах 26 лет в ожидании своего жилья, Чолпон Джекшенбекова уже много лет живет у родственников. По ее словам, в предназначенной для нее квартире живет следователь Первомайского РОВД. Он сказал, все захватывали, я тоже захватил, сказал. Все шли, я тоже шел. Вот, я не знаю, чем 5-6 квартир. Вот такое объяснение сотрудник милиции нам дал. Я писала 3 раза письмо Министерства внутренних дел на имя министров Рысалиева, Суранчиева, Тургамбаева. Никакой реакции. Они его там вызывали, спрашивали, и все, результат на прежнем месте. Право на жилье в этом доме оспаривают владельцы 7 квартир. Решение суда было принято по 6 из них. После 6 лет проживания просто так отдать жилье даже по решению суда самозахватчики не собирались. Я тоже служащий в вооруженных силах. Национальная гвардия истегами. Сколько лет прослужил в вооруженных силах. И мне не могу я прожить какой-то жалкие 5 лет. По словам судебных исполнителей и работников мэрии, это совсем не повод для того, чтобы захватывать жилье, которое им не принадлежит. Самозахватчикам напомнили об ответственности за воспрепятствование исполнению решения суда. Приняв постановление о выселении как факт, незаконные жильцы просили дать время, чтобы подыскать жилье и освободить жилплощадь. По словам судебных приставов, для этого у них уже было почти 2 месяца. Спустя какое-то время бывшему военнослужащему стало плохо. Пришлось вызывать карету скорой помощи. Тем временем имущество этой семьи при понятых было сложено в принесенные для этих целей коробки и пакеты. По словам приставов, в запечатанном виде оно будет храниться в охраняемом помещении. Хозяева смогут забрать его, как только найдут себе новую жилплощадь. Булат Исаев, Аскат Ибраимов, НТС.